Знаешь, с годами еще больней. Я хотел бы рассказать историю обоих моих дедушек, отцовской по материнской стороне, и историю бабушки по материнской стороне, которая попросилась на фронт. Медвенский Леонид Исидорович, Коноплев Николай Андреевич, Минеева в девичестве, а в замужестве Коноплева Антонина Федоровна. Ну, наверное, с деда по отцовской стороне. Вот он кадровый военный, воевал еще в советско-финскую войну 1940 года, в июле 1941 года, практически сразу после начала войны, был повторно призван в ряды РККА, Красной Армии, на одно и то же. Воевал здесь у нас на юге, сначала в Крыму, потом на Кубани, где был тяжело ранен. Была история, когда грузовая машина, полуторка, в которой он ехал вместе с другими бойцами, была расстреляна Мессершмиттом на бреющем полете. 17 трупов его, там с другим еще бойцом, 18 и 19, соответственно, вот из-под этой горы трупов вытащили полумертвыми. До конца своих дней, а прожил он, без малого, 80 с копейками лет, он носил в своей спине, в своем позвоночнике вот эти осколки немецкие, потому как уровень медицины не позволял тогда эти осколки вытащить без, скажем так, угрозы для его жизни. Являлся помощником начальника штаба армии, одним из помощников, у них там несколько было, 47-й Кавказского фронта. В 1943 году был командирован в Иран, являлся одним из тех людей, которые обеспечивали, во-первых, безопасность грузопоставок, один из коридоров Ленд-Лиза. Знаем, что там коридоры были разные, и вот южное направление иранское, оно как раз-таки шло на Кавказ, то есть Закавказский и Северокавказский фронт, и в составе сводного полка НКВД обеспечивал безопасность Большой Тройки во время известной конференции в Тегеране. Была история, когда его назначили дежурным на аэродроме, прилетает несколько Дугласов. Кто такие? Сбивать или дать разрешение на посадку? Сбивать не стали. Далее оказалось, прилетел Черчилль. Ну и потом дед вспоминал, что меня бы не было в живых в том случае, если бы что-то сделали с этими самолетами. Вот такая был уровень секретности. После Ирана вернулся в строй, воевал, дошел до Кёнигсберга. Войну встретил не в Германии, правда, не в Берлине точнее, на, скажем так, освобожденных территориях, которые потом отошли в состав Советского Союза, Калининград, Кёнигсберг. Дед по стороне мамы, Коноплев Николай Андреевич, тоже кадровый, начинал со старшего лейтенанта, дошел до майора, после войны ему было присвоено звание подполковника. Опять-таки воевал на Дону, на Кубани, подходили к Сталинграду, одна из его медалей за оборону Сталинграда. Потом, когда фронт откатился все далее на запад, освобождал Украину, Белоруссию, Прибалтику, опять-таки, приблизительно в тех же местах, то есть бывшая Восточная Пруссия, войну и закончил. После войны работал в правлении Абсоюза и был одно время начальником лесозаготовительного участка Закавказского военного округа. Фронт переформирован округ после окончания войны. Его жена Минеева Антонина Федоровна попросилась на фронт вслед за мужем, потому что сказала, что я не могу спокойно жить и спать, когда он где-то воюет, а, соответственно, я буду дома сидеть. Несколько было просьб к начальству, оставалось безответными. Она пошла на смелый шаг, написала письмо Сталину. Понятно, что Сталин письма не читал, но кто-то, видно, из ближайшего окружения
скажем так, пошел на сотрудничество, просьбу удовлетворили. Понятно, что она там не бегала с винтовкой или с автоматом, она была счетоводом, но тем не менее в боевой части воевал, кстати, дед вот, ну, дедушка, да, муж ее, ударный танковый полк прорыва. 623-й истребительно-противотанковый полк, потом его переформировали. Наименование, название части несколько раз менялось, но суть одна. То есть не тыловики какие-то, но они находились на острие, на передовой. Вот она за своим мужем, вместе со своим мужем, в общем-то, прошла этот боевой путь. О войне они никогда не говорили, как и многие, я бы сказал, подавляющее большинство фронтовиков. Никогда не было вот этого слова «я», они вообще не упоминали эту тему. Даже на 9 мая дедушка подходил к окну, куда-то смотрел, мог там махнуть 100 грамм водки, постоять о чем-то своем, подумать. Даже когда родители просили рассказать о войне, я просил, ни в коем случае. Обо всем этом я узнал после их ухода из жизни, к сожалению. Расскажу о дедушке с бабушкой, например, да, опять-таки вот они, да, дедушка Коля, бабушка Тоня. Это было уже после войны. Мы живем на Вееме, и во время похорон одного из соседа они заходили в автобус, который должен был везти людей на кладбище. Ну, на Вееме же, вы знаете, улицы, скажем так, под углом. Автобус сорвался с тормозов и начал нестись. Женщины начали выпрыгивать сначала. Бабушка Тоня отказалась. Говорит, нет, муж здесь, я с ним. В последний момент шофер, парнишка армянин, успел впрыгнуть, затормозить движение. Но, мне кажется, вот такой вот жест ее хорошенько характеризует. Во-первых, мы живем на Кавказе, где люди традиционно помнят многие поколения своих старших. Да? Во-вторых, конечно, такое событие, как Вторая мировая война, там, Великая Отечественная война, да, которая является основной частью, ну, это одно из величайших событий в мировой истории, и, конечно, за сопричастность своих предков к этому событию, ну, люди не могут не отмечать. И в-третьих, это вот родная кровинушка, действительно, как вы сказали, да, вот в наших жилах течет эта кровь, которую мы хотим передать, те же самые, ну, стремимся передать понятия, те же самые принципы, то же самое отношение к жизни, на кого мы должны равняться, это вот они наши старшие. Аристотель много тысяч лет тому назад говорил, что если люди забудут войну, непременно начнется новое. Поэтому память – главный враг войны. Мы должны не просто помнить для себя, еще и младшим передать. Чувство безграничной признательности им и в их лице всем тем, кто сражался против гитлеровского нацизма. Я сейчас говорю не только об бойцах Красной Армии, армии союзников наших, да, который не дал опуститься вот этой тьме над земным шаром и окутать мир вот этой чумой. Ну, любовь, конечно, безусловная, и гордость, безусловно. Знаешь, с годами еще больней.